Добрый вечер, дамы и господа, леди, джентльмены, мадам и месье. Если жизнь за окном страшна и непредсказуема, если жизнь за окном никуда не годится, то заходите. Здесь, в театре «Жизнь» прекрасно, музыка прекрасна и публика великолепна! Этого момента целый год. Момента, когда правда становится очевидной. Момента, когда ясно, кто станет победителем. Момента истины! Готов? Давным-давно в древнем Башкортостане, в городе Уфа, правила династия великих актеров. Они принесли в город счастье и процветание, ибо именно они, аксакалы сцены, придумали Союз театральных деятелей Республики Башкортостан и Молодежный совет Республики Башкортостан. Но однажды молодой актер, не буду говорить кто, из какого театра, отказался от роли, посчитав, что в ней очень мало слов и действия. И аксакалы сцены предсказали ему, что если он не перестанет идти по стезе тьмы, то вскоре пройдет его время. И ему настало 36. Молодой актер, словно бамбук, который тянется к солнцу, и его тонкий стебель невозможно сломать, ибо он прогибается на ветру и никаким препятствиям не поддается. Ну что вам еще рассказать про бамбук? Он вырастает до 38 метров. Это как 12-этажный дом. Его употребляют в медицине, его употребляют в пищу. Бамбук – символ долголетия. Даже панды питаются исключительно бамбуком, зная его полезность и витаминность. И если спилить бамбук, на его месте вырастает новый. Это о чем говорит? О том, что нужно беречь свои роли, но и не опаздывать на репетиции. Как сказал однажды мой великий мастер Брюс Ли: запомни, Туганам, даже самое крепкое дерево сломать можно, чем побеги молодого бамбука. Вступайте в ряды Союз театральных деятелей Республики Башкортостан. Играйте свои роли как в последний раз, ибо всевидящее око
молодежного совета следит за вами, за всеми. И сегодня наступает момент истины, когда кто-то из вас уйдет домой со своим бамбуком. Валька Ибн Алеша, ты прибыл сюда с добрым сердцем и открытой душой. И сегодня сошлись все звезды для того, чтобы ты мог познать момент истины. Хаттабыч, а кто же мне поможет все познать, да? И кто откроет момент истины? А помогут тебе в этом старейшины из мудрейших нашего союза. Но почему старейшина-то? Я еще не стремлюсь туда. Во-первых, я председатель Молодежного совета Союза театральных деятелей Республики Башкортостан. Я не собираюсь еще туда к старейшинам. Хотел подольше здесь задержаться. Ну, что я могу сказать, раз я здесь? Ну, начинать со слов благодарности. Во-первых, мы впервые проводим это мероприятие вот в этом большом зале, великолепный за это. Спасибо огромное академическому русскому театру. Спасибо, Елене Федоровне, спасибо всем артистам, которые в понедельник не пожалели свое время и вот этот зал предоставили. Почему мы решили это сделать здесь? Потому что, ну, чтобы эта премия росла, чтобы она не стала между собойчиком в доме актера. Надеюсь, что сегодня вот столько, а на следующий год будет еще больше. Эта премия будет расти. Надеюсь, с вашей поддержкой, дорогие зрители, коллеги, она будет все и больше, больше, популярнее, взять зрительских симпатий, еще что такое. Очень надеемся, потому что не хочется, чтобы похоронить эту премию, чтобы она была такая между собойчиком. Поэтому такая цель, это впервые у нас, поэтому поддержите нас, пожалуйста, нашу премию. Спасибо вам. Спасибо Академическому театру имени Гафури, спасибо театру НУР, всем театрам, которые до сих пор поддерживают эту премию. Она, конечно, будет расти. Если уж взять такой старейшину, ну тогда надо настоящего вызывать сюда на сцену, попросить его выйти сюда, народного артиста Российской Федерации, председателя Союза театральных деятелей Республики Башкортостан Ахтамахадж Абушахманов. Да, и пока Ахтамахадж поднимается, одну важную деталь вам хочу сказать. Во-первых, премия такая, но она же молодежная, они сами отсматривают, сами решают. И еще, у нас тут самым главным призом гран-при является не лучший спектакль, а лучшая женская и лучшая мужская роль. И вот, кроме конвертов, эти люди, которые получат самый главный приз, они от Союза театральных деятелей России будут иметь приз «Творческую командировку в город Москву». Это от театра, от Союза театральных деятелей России. Но если это член Союза театральных деятелей. Понятно? Все, Ахтамахадж, вам микрофон. Добрый вечер всем. Вот сегодня мы в нашем Русском академическом театре проводим, вернее, молодежный совет Союза театральных деятелей проводит свой вот этот конкурс, который называется «Момент истины», вы видите, да? Театральное искусство – это во главе народного артиста Алмаса Амирова. Он не старик, он еще молодой. Театральное искусство имеет огромный
фундамент науки. Это эстетика, этика, психология, ораторское искусство, пластика, философия и многое другое. Поэтому молодежь должен знать, всю жизнь учиться и прийти к этим наукам. Поэтому мы решили поддержать инициативу молодых, чтобы они объединились, обсуждали о творчестве и морально, немножко материально поддержать их. И, как сказал вот Алмаз, творческая командировка. Еще у кого есть вот творческий проект, мы можем на месяц отправить на учебу семинар, международный семинар, так скажем. То есть театралы всю жизнь должны учиться и учиться. Он наистарейший из наимудрейших. Один барон, тот самый, хочет вам сейчас что-то сказать. Ну давайте послушаем барона. Это Мюнхгаузен, наверное, что он нам хочет сказать? Мы вас слушаем, барон. Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. И что нам делать? Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Спасибо, барон. А что нам делать? Подскажите. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Спасибо, товарищ. Надо улыбаться и пожелать. Да, и пожелать. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Начинаем. Поехали. Хайдегис! Хайдегис, хадыры доктор, хурматли тамашашылар! Добрый вечер, дамы и господа! Ну что, может, ты давай на марийском, на чувашском, на английском все себе заберешь? Прости. Прости. Для вручения первого специального приза к нам приглашаются... Федя и милиционер! На сегодня наряды. Песчаный карьер 2 человека. Я! Да подождите вы. Значит так. Цементный завод. Я! Погрузка угля. Я! Уборка конюшен. Я! Кроме того. Я! Да подождите вы, гражданин. На вас персональный наряд. И специальный приз за верность классике получает Фаниль Гайзетдинов, Уфимский государственный татарский театр «Нур». Фаниль Гайзетдинов! Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Вот он наш Герой! Фаниль, принимайте к нам. Прошу. Идем сюда. Сразу организуем традицию для всех. Это фото под ваши бурные аплодисменты. Ну все, Фаниль, не так долго, не твой же вечер. Что ты? Аплодисменты еще раз Фанилю! О, мой юный друг, угодный твоему сердцу, рассказы о прекрасных и волшебных театрах. Угодный. А ты знаешь, что самое главное, все зависит от тебя. Не знал мне. Я хочу увидеть море и волну.
следующего приза к нам приглашаются трус, балбес и бывалый. Ты что? Я тренируюсь. Тренируйся лучше. На кошках. Пожалуйста. И специальный приз на все 4 руки мастер получает Галина Шейхутдинова за роль кошки в спектакле «Кошкин дом». Башкирский государственный театр Куба. Галина Шейхутдинова! Взрослая как кошка. Говорят, что кошки лучше всего поддаются дрессировке. Уже знаешь, что нужно сделать фотографию. Аплодисменты Галине! Подожди. Да будет тебе известно, из величайших учеников. Меньше слов, больше дела. Поставь, Волька! Однажды в китайском лесу Гуанчжоу рос бамбук. В том же лесу совсем рядом с ним росла бамбучиха. Все, что они делали, это тянулись к солнцу, росли и вытягивались с каждым днем все выше и выше. Дух соперничества позволил им вырасти лучше всех остальных бамбуков в этом лесу. И когда они остались одни наедине с солнцем, бамбук заметил, что бамбучиха очень красивая. Он сразу же влюбился в нее. Желая привлечь ее внимание, он исполнил традиционный бамбучий брачный танец. Бамбучиха ответила ему взаимностью и исполнила танец в ответ. Моя любовь к тебе крепче, чем Великая Китайская стена. Я хочу от тебя детей. Такая настойчивость понравилась бамбуку. Они начали тянуться друг к другу, но сколько они ни пытались, это было невозможно. Им помогла пчелка Гузель, которая, пролетая мимо них, села на бамбук, с бамбука перелетела на бамбучиху. Так и родился маленький бамбук. Я родился. Бамбук рос не по дням, а по часам. И они были счастливой семьей, и только мама с папой запланировали второго малыша, как в лес бамбука пришли панды и съели маму и папу. Плачет на бамбуке. Оставшись совсем один, бамбук не захотел быть съеденным пандами и убежал из этого леса. Долго скитался по свету, чем только не занимался, кем только не работал бамбук, чтобы прокормить себя. Скалкой, зубной щеткой, шлагбаумом. Кого только не встретил бамбук в своих путешествиях. Есть что? Господин, у меня только листья. Или переводимый бамбучий диалект. У вокзала в Киото стоит одинокий самурай. Подайте юань. Все изменилось, когда бамбук встретил ту самую пчелку Гузель. И
Именно она помогла ему эмигрировать в Башкортостан, на свою родину. Михаил? А там его заметил видный деятель искусств. Он пригласил Бамбук сыграть в своем спектакле, а через пару лет Бамбук стал очень знаменитым, потому что смог поучаствовать в постановках каждого театра Республики Башкортостан. Царь и великий князь всея Руси. Сия Руси челом бьет. Пиши далее. И специальный приз «Больше, чем драматург» получает Виктория Емелева за пьесу «Рассказы». Виктория Емелева! Прошу к нам на сцену! Вот она, на память. Чики-брик, чики-брик. Ура! Ура! Вика, ура! Фу! Погоди! Погоди, Валька и Алеша! Погоди! Успеем! Еще очень много времени! Успеем, Леша! Валька и Алеша, у нас еще много времени! Куда он делся? Валька! Валька! Для объявления следующей номинации к нам приглашается Евгений Иванович Трошки. Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. Рррр. Ну что, мне нравится. Спасибо. Только знаешь, Игорек, это значительно страшнее. Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. Номинация «Детский спектакль». Представлены Башкирский государственный театр кукол, Кошкин дом. Сибайское концертно-театральное объединение Самурау Батшабуляга. И лауреатом в номинации «Лучший детский спектакль» становится спектакль Самурау Батшабуляга Сибайского концертно-театрального объединения. Прошу вас на сцену.
что, дорогие друзья, а мы продолжаем. Да, продолжаем. И для объявления следующей номинации к нам приглашается Тося Кислицына. Эй, а ну поди сюда. Ишь ты. Вася, заводи. Так вот, с такими я не танцую. Номинация «Пластическое решение спектакля». Представлены Сибайское концертно-театральное объединение, Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури,
Словацкий башкирский драматический театр. Национальный молодежный театр имени Мустая Карима. Прапорщик Гринев, Петр Андреевич. И лауреатом премии становится спектакль «Рассказы. Башкирский государственный академический театр драмы имени Машида Гафури». Твое лицо на видео было, все верно, все правильно. Аплодисменты, да-да-да-да, совет держи. Большой привет башкирскому академическому. Ах, Ванька, Ванька, какой молодой, какой шустрый. Ольга ему Алеша, так бы и сказал, что кушать хочешь. А что это? Капустный пирог. Какой вкусный. Kileler! Народныйлар kileler! Народныйлар! Yaratmayın. Var vakal gayrı. Assalamu alaikum, kadir qulaqlar, dostlar, xizmatdoshlar, hurmatli san'at ahllari. Добрый вечер, дамы и господа, бюджетники, договорники и те, кто опаздывают на репетиции. Ыстыдылаштарым, Стыдышники вы мои. бүгін Урыс театры сахнасында Сегодня на сцене Рус-драма ел буена эшләгән иҗат җимешләрен баһалап бүләкләү максатында Да! 35 яшькә тиклемге яшьләрне бүләкләү өчен до 35 тиклем, чтобы наградить. Хакыйкать мәле дигән сара оештырыла. Проводится мероприятие, которое называется «Момент истины». Кадерле дуслар, тагы бер тапкыр кабатлайм. 35 яшькә тиклем. Еще раз повторяю, до 35 тиклем. Һеҙҙе ошо ҡорғар йыйыуның сәбәбе лә шул. 35 яшькә тиклем. Причина моего и вашего созыва – это до 35 тиклем. 35 35 яшькә лет тиклем. до. Аңлайһығыҙмы? Понимаете ли вы? Ә ни өсөн 35 яшькә тиклем? Почему до 35 лет? Ни өсөн артист 35 яшькә тиклем баһалана, ә унан һуң уның баһалы бөтөргә тиеш? Почему артист должен восхваляться, мақтанырға до 35, а потом... Общественность. Әйтерһең дә, был сараны ben 35 yaşta уткәнде көтөрүп уйлап сараны. Такое ощущение, что вы ждали, когда мне пройдет 35, и вы начали этот момент истины. Мин 35
Сешка, Кирея, Байталмай. Я же не могу обратно в 35. А бурак таулам киля? А я хочу подарок. Эркем дерка. Мы от кого малы? А? Я мама. Нильсон Шулай Валим Херлик был тому что. Почему такая несправедливость? Нильсон. Почему? Почему? Потому что, знаете, сегодня выходной, и Бэтмен на Кильдек с молодежного театра на Русдрама целых 3 часа, понимаете, еще морозы. Закипело. Дитя, может, накипело? Ладно, не надо переводить. Сам буду говорить на русском. Ярай. Как говорится, не русский я, но русский знаю. Тем более, на этой сцене что-то и думается даже по-русски. По-пушкински, по-лермонтовски, по-достоевскийски. Даже Мустай здесь звучит по-русски. Вот что я хочу сказать. Почему артист оцениваться должен только до 35 лет? А? А мы что, не люди? Чем мы хуже? Действительно. Тогда придумайте еще одну от 35 до 50 лет премию. Ну, еще одну премию от 50 лет до Завизираевой лет. Вот что я думаю. Я предлагаю доказать всем, что мы лучше, что мы более достойны, каких-либо премий и наград. Я хочу бросить им в лицо перчатку, и пусть они этой перчаткой потом утирают себе нос. Мягко говоря, сопли, да. Мы сыграем лучше в любом жанре и любые обстоятельства. Что? Не нравится? Да что ж тянуть? Давайте сразу и проверим. Давайте. Молодежь до 35 налево, а умные мастера направо. Жертвую! В следующем году придешь под наше крыло. Давайте, молодежь, артисты до 35 лет. Покажите нам, например, как бы вы сыграли любовь на сцене. Чего? Я из русской труппы. Юрий Ильич, на это смотреть невозможно. Покажи класс. Minin kunelaya Kim gören aşık yanımda Он завтрупы. Мастерство это. Что и требовалось доказать. Ладно, понимаю, вы молодые, до 35 лет. Вам еще сложно, наверное, играть любовь. Вы еще не знакомы с этим чувством, наверное. Ну, давайте попроще, упростим вам задачу. Давайте покажите нам, как бы вы сыграли, например, жажду.
Зритель там. Нет, ну на это смотреть невозможно. Владимир Владимирович, покажите, как сыграть жажду. Такую простую вещь они не могут. Покажите. Готов? Давай. Момент истины. Обелик. Ой. Вот это я верю, вот это я понимаю. Все просто и гениально. В простоте гениальность. Вот если у тебя чешется вот это ухо, не надо его пытаться чесать левой рукой. Ну, левой-то можно, только вот так просто. Да, я же говорю, гений. Владимир Ильич, в нашем театре только 2 талантливых, гениальных артиста. Ты второй. Ты тоже второй. Возле 4-го. Надо жить на сцене. Какие бы мизансцены тебе сцена не подбросила. Надо играть на сцене. Какие бы состояния тебе жизнь не подбросила. Да? Ну, мы поняли, что, мягко говоря, вы никудышные в эмоциональном плане артисты до 35 лет. Да? Может быть, телом владеете? Может, вы нам покажете что-нибудь хореографичное и пластичное? Вот это большая оценка, наверное, у меня сейчас на лице. Вот эти шары, наверное, у меня сейчас в глаза и вылезают из глазных орбит. Ну что ж, убедили. Молодежь до 35 лет. Поздравляю, молодцы, да? Ну, если честно сказать, что мы хотели показать этим незавершенным и несовершенным выступлением, дорогие друзья. А все то же, что имели в виду. Мы тоже хотим, чтобы нас оценивали, потому что мы лучшие. Шучу. Мы несравненные. Шучу. Мы замечательные. Мы, ох, какие молодцы. Да? А на самом деле, дорогие друзья, границы таланта возрастов не имеют. Мы все любим друг друга. Взрослые любят молодежь, молодежь любит взрослых, взрослые любят взрослых, молодежь любит молодежь. Потому что мы молоды сердцем. И наш театр молодежный нам всего лишь 33 года. И мы артисты коллектива до 35 лет. И вообще мы приехали сюда на фуршет. И вообще сегодня день зарплаты.
были. Побежали! Да. Да. Какой был вкусный пирог. Да. Да. А что дальше? Как что? Для объявления следующей номинации к нам приглашается товарищ Тынин. Начали? Лагерь наша большая семья. Марат идет. Ну, чёче, ну. Мы бодры, веселы. Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселый как? Веселее. Молодец, понял. Вот так и продолжайте. Номинация «Лучшая режиссерская работа». Представлены Полина Шабаева, Ну как доехали? Роза, нам 5 минут весны. Ой, Надя, ну и что 5? За 5 минут мало ли что может случиться. Лиана Нигматуллина, Лейсан Сафаргулова, Ильшат Мухуддинов. Қайдан білем оға барып екен? Қайдан білем? Мен неге несені тапқыр еді? Меня баламысың, бір кім алдында да оятты бұл. И лауреатом премии становится Ильшат Мухуддинов. Спектакль «Рассказы». Башкирский государственный академический театр драмы имени Маршита Гугури. Ильшат Мухуддинов. Такой строгий спортивный костюм. Очень строгий. Ваши аплодисменты. Ура! Что означает этот плач тебя разрывающий? Скажи, не топи моего сердца. Я так ничего и не понял. Как? До сих пор? До сих пор. Тогда вставай и смотри. Пошли. Добрый вечер, дорогие друзья! Вот, наконец-то, настал этот волшебный миг, когда наши молодые артисты получают свои заслуженные награды. Можно я скажу? Берите ребенка. Но чтобы получить эту награду, нужно очень потрудиться. И очень важную роль имеет вдохновение и муза. Но как же выглядит эта молодежная премия? Молодежная премия. Простите, вы слишком велики для молодежной премии. Ваш формат очень большой. Скорее всего, вы, наверное, грант. О да! Я грант! Опять мимо.
Нет, я новогодняя шабашка. Подождите, постойте! Что ж сегодня за день такой, а? Понедельник. Ну что же? Ну как же все-таки выглядит эта премия? О, вдохновение! Приди! О, муза, помоги! Вот она, муза! О, муза, помоги, муза! Подожди! Отстаньте вы от меня! Какая я вам муза? Я моль? А почему ты такая красивая? А? Так потому что я театральная. Как вы все прекрасно поняли, дорогие друзья, к сожалению, при подготовке этого гениального шедеврального номера вдохновение к нам не пришло. И муза пролетела по касательной. А вот сегодняшним номинантам повезло больше, потому что муза и вдохновение помогли им создать неповторимые, великолепные образы. Ой! Вот она, оказывается, какая молодежная премия! Такая маленькая, такая миленькая! Ой, мы надеемся, что с каждым годом эта премия будет расти, увеличиваться и станет огромной. Премию дают люди, а главную – муза. Мы все прекрасно знаем, что муза справедлива. Спасибо за плен. Заберите ребенка. Ваши аплодисменты. Музыка, конечно, помогла, но премия все равно маленькая. Ну, так надо мечтать всегда о великом. Это точно. Так же считает и Иван Мирошников. И мы приглашаем его для объявления следующей номинации. Слушай, Базин, у тебя есть мечта? Какая мечта? Ну о чем ты мечтаешь в жизни? У меня мечта пальто купить. Ну что это за мечта? Зима на носу, а мне ходить не в чем. На, носи и мечтай о чем-то великом. Номинация «Лучший эпизод». Представлены Дания Губайдуллина, Великий Аллах. Всем известно, Хаджа Насреддин родился в Фергане, в семье простого водоноса. Алина Латынова, Откуда я? Я метла, украла я в подсобке дворника. Сущее наказание для всех мальчишек квартала. И лауреатом премии становится Алина Латынова за роль Каринки в спектакле «Манюня». Уфимский театр юного зрителя. Алина Латынова, мы приглашаем тебя к Пиши. Эти аплодисменты для тебя, Алина. И, конечно же, памятное фото.
друзья, мы продолжаем. А внимательнейший из отроков, да не приснись ли нам, дабы твои ноженьки не устали? Ну ты чего, Хаттабыч? Я еще молод, мне еще 35 нет. Спасибо тебе. Ой. Скучно. Тебе скучно, а мой юный друг? о счастье и о любви. Песенка знакомая и мотив простой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Песенка знакомая и мотив простой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Губы твои алые, крови губой, век поцеловала бы, мой дорогой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Только на свидания не ходи с другой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. А я умею чуточку колдовать. Цепи мои крепкие тебе не разорвать. С чарами не справишься, век ты будешь мой. Ой, нравишься, ой-ой-ой. С чарами не справишься, век ты будешь мой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой. Что же тут поделаешь, если ты такой? Я бы тебя спрятала в роще за рекой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой. Я бы тебя спрятала в роще за рекой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой. В роще пел соловушка там вдали песенку о счастье и о любви. Песенка знакомая и мотив простой. А ты мне и не нравился, крокодил такой. Песенка знакомая и мотив простой. Ты тоже мне не нравился, крокодил такой. И для объявления номинации к нам приглашается Рося Бурлакова. Вдаль по Питеровской. Номинация «Лучшая актерская работа в опере». Представлены Ян Лейша, Айдар Хайруллин, Назгуль
Ибрагимова. И лауреатом премии становится Айдар Хайруллин за роль Трике. Айдар Хайруллин! Замечательный спектакль, замечательный голос. Айдар Хайруллин! Спасибо тебе, Айдар. Ну а мы продолжаем. Хаттабыч, а почему твой ковер называется ковер-самолет? Ах, мой милый друг, Волька Ибн Алешка, ты так и не понял? Если честно, нет. Тогда смотри. İşte Medusa. Не слышно вас. Ощущение, что этот зал половина не знает слова, да? Слова этих песни обязательно выучим, да, друзья? Для объявления следующей номинации к нам приглашается Надежда Кузякина. Это откуда это к нам? Такого красивого дяденьку замело. Или что, забыл? Сказать пришел. Ой, гляньте, как в глаза не смотрит. Наверное, двойку получил. Номинация «Мужская роль второго плана». Представлены
Александр Степанов. Мы с тобой будем друзьями. Слушай, прохладно, скажи. Да. Айнур Резванов. Алло! Алло, Надя! Надя! Надя, тебе к телефону! Ну ладно! Фаниль Гайзетдинов. Яшыл артты біргелеп юқны бұшқа аударық. Бұл мені ярата. Ильсур Минигалин. В конце концов, у каждого человека есть свое слабое место. Надо его вовремя определить. Фирдус Гареев. И теперь, извините, Елена Сергеевна, из-за какой-то там математики я лишаюсь, быть может, своего единственного шанса. И лауреатом премии становится Александр Степанов за роль Симы в спектакле «Старший сын». Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан. Александр Степанов! Подложи бурные аплодисменты, фото на память. Браво! Ну а мы продолжаем, дорогие друзья. Вот ты ему даешь. Это ж сколь прекрасно должно быть искусство театра. Если студеную зимнюю пору к нам приходит столько зрителей. А ты можешь сделать еще теплее, а? Так куда ж теплее? Здесь жарко. Так мне охота еще пожарче. Слушаюсь и повинуюсь, мой повелитель. Как много ласковых имен, лишь одно из них тревожит, унося покой сон. Когда влюблен, любовь нечаянная нет, когда его совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты даешь сердце. Тебе не хочется боя, сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Что ты такое? Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Для объявления следующей номинации к нам приглашается подруга режиссера Якина. Алло, Шурочка, представь себе, Якин влюбился в меня как мальчишка. Сделал мне предложение, и мы сейчас улетаем с ним в свадебное путешествие. Целую! Номинация «Женская роль второго плана». Представлены Александра Кузнецова, Не ставь локти на стол, не забудь поздороваться. И говорить спасибо. И говорить спасибо. Эвелина Завричко, Как вы себя чувствуете? Слава Богу, Молчите!
Алсу Сайфуллина. Одежда в наше время, Елена Сергеевна, это пропуск в лучшую жизнь. Дарья Филиппова. Я сама его выбрала. Почему он лучше всех? Он меня любит. Знаешь, увлечение увлечением, а в жизни хочется чего-то раз и навсегда. И лауреатом премии становится Эвелина Завричко за роль Марии Мироновой в спектакле «Капитанская дочка». Национальный молодежный театр имени Мустая Карима. Эвелина, эти аплодисменты для тебя. Эвелина. На точку, пройди, пожалуйста, на точку для совершения акта фото-кадра. Ну что ж, а мы продолжаем. Несемся в будущее. Потапыч, вот я уже целый час туда-сюда бегаю и никак не могу понять, а кто это у нас в 9-м ряду сидит, да? А в 9-м ряду сидят совершенно чудеснейшие актеры. Да? А что они там сидят? Они же должны быть на сцене. О, мой юный друг! На сцене же сейчас будут совершенно другие актеры. Так робко стоишь, о чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет он нас танцевать. Слыши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. Если сердце поет, тут не нужны слова. Тебя зовут, слышишь песни своей. Ну улыбнись поскорей. Чего мечтать о весне? Чего же ждать, что пришла она? Сердце мое зовет нас танцевать. Слышишь, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. Если сердце поет, тут не нужны слова. Тебя зовут, слышишь песни своей. Ну улыбнись поскорей. Мечтать о весне, любовь тобой полна. Если сердце поет, я подскажу слова. Если сердце поет, я подскажу слова. Если сердце поет, всем Для объявления следующей номинации к нам приглашается министр-администратор. Вы привлекательны. Я чертовски привлекателен. Чего зря время терять? Номинация «Главная мужская роль». Представлены Антон Болдырев, Да вот, сыночка. С каким сыночком? Ну, с этим. Сыном Сарафанова. Андрея Григорьевича. Дмитрий Гусев, Прапорщик Гринев, Петр Андреевич, приехал на службу и подал к своему, представляешь, господин капитан. Азат Валиуллин, Ол сізден бұрыш алып, күләргәсіз бе? Юж. Ничек бала келіп жатасың? Мурат Амантаев, Зор кенесі қайтыр екен? Қайтыр, бұрышқа бұрсылағы. Көп олар бет жөне біле. Ильяс Хасаншин, Я вам не враг, но там,
Вы изменник? Ильнур Аджитаров. Камбье! Камбье! И лауреатом премии становится Ильяс Хасаншин за роль Александра Галахова в спектакле «Капитанская дочка». Национальный молодежный театр имени Мустафы Карима. Ильяс. Аплодисменты! Ну, продолжаем. А чего же ты сейчас хочешь? О, драгоценнейший мой алмаз. Ну, того же, чего и все остальные. Наконец-то узнать и познать истину. Это проще простого. Смотри во все очи, и ты увидишь. Для объявления следующей номинации к нам приглашается товарищ Сахов. Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица. Номинация «Главная женская роль». Представлены Кадрия Акбаева, Шундай нәфис көйләр сығаралыңа шаңыр дип уйланырмын. Зария Муратова,
Ты просто хочешь выманить у меня деньги. На, возьми последнее. Только уходи, не возвращайся. Наталья Лысцова. Ничего по-человечески сделать не можешь. Давай, держи. Я сама. Виктория Емелева. Очень приятно с вами познакомиться. Залина Усманова. Динара Вахитова. Если бы ключ был не у меня, а у Марии Васильевны, вы бы точно так же пришли бы к ней и стали бы требовать ключ у нее? Или это только из-за меня? Потому что вы меня так не уважаете? И лауреатом премии становится Залина Усманова за роль Архии в спектакле «Что нам за холмом?». Симайский башкирский драматический театр имени Арслана Мубаракова. Залина Усманова. И, конечно же, памятное фото. И Залина, еще хочется сказать то, что, как сказал председатель молодежного совета, номинация «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль», она при одном условии. Да, при одном условии, что если тот номинант будет являться членом СТД, Союза театральных деятелей, то помимо того, что ему вручили на сцене, ему дополнительно вручают недельную поездку в Москву на просмотр лучших спектаклей. А так как ты являешься членом СТД, то добрый путь, потом расскажешь. Вот драгоценный алмаз моего сердца. Теперь-то ты познал истину. Все понял? Теперь понял. Вот и славно. Вот и подошло к завершению наше волшебное путешествие. И ты познал истину. А что дальше-то? Что дальше? А ее хватит только на 1 год. А дальше? А через год мы вновь соберемся все вместе, дабы познать новый момент истины и узреть новых победителей молодежной премии Союза театральных деятелей Республики Башкортостан. Церемония вручения молодежной премии Союза театральных деятелей Республики Башкортостан, момент истины, подходит к концу. Благодарим всех вас за творчество и энергию молодости. И ждем вас в следующем году. Ну а сейчас всех номинантов мы приглашаем на эту сцену для совместного фото.